Около 20 вопросов в течение получаса задали журналисты избранному спикеру парламента Республики Абхазия Валерию Кварче в предцентре абхазского телевидения. О возрастном цензе депутатов, исполнении закона о государственном языке и в целом о самой избирательной системе республики рассказал спикер парламента Валерий Кварче на встрече с журналистами. Мы порой о государственном языке, то есть на абхазском языке, говорим на русском языке, обсуждаем его и так далее, и определяем его будущее. Ну, закон у нас, я считаю, нормальный. Мы, значит, с самого начала продумали, сколько нужно, скажем, чтобы та или иная статья в силу. Где-то 5 лет, где-то 7 лет. Все сроки прошли, а закон, конечно, полной силы не работает. Не могу сказать, что ничего не изменилось. Конечно, меняется. Обсуждая закон о запрете абортов, спикер парламента отметил, что документ нуждается в доработке. Не единогласно он был принят. Я лично был против, но сейчас, смотря после некоторого времени на этот закон, конечно, имею немножко есть сомнения в том, это нужно или не нужно. Конечно, надо было заранее подготовить подзаконные акты, как человек, если по медицинским показаниям не может иметь детей, мы, конечно, это должны учитывать. По мнению спикера, лишать депутатов неприкосновенности нельзя. Депутат должен быть защищен, депутат должен быть свободен. Он должен свободно высказывать свою точку зрения на то или критиковать власть и так далее и тому подобное. Мое мнение, надо сохранять то, что у нас есть. Это мы сами не придумали ничего. Что касается переименования населенных пунктов, Валерий Кварче подчеркнул, что географические названия – это памятники истории. Названия несут интереснейшую информацию. Топонимам может быть более 2000 лет. Во всех странах географические названия охраняются, и их не меняют без острой необходимости. Валерий Кварче назвал неправомочным решение депутатов 5-го созыва о переименовании села Арсаул в Приморское. Уже во вторник, 18 апреля, состоится сессия 6-го созыва парламента Абхазии. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.